Selam aleyküm saygılı seyirciler. Bugün biz quilling usulünde badem yapacağız. Master class'ını ise Elina Tatar geçirecek. Hoş geldiniz. Sağ olunuz ballar. Selam aleyküm. Ребя, это biz quilling hakkında badem yapacağız. Я хочу рассказать, что бадем в переводе с крымско-татарского означает миндаль. Этот символ очень часто использовался в крымско-татарской орнаменталистике. И он очень часто использовался в ремеслах, таких как вышивка, таких как филигрань, таких как роспись керамических изделий. Так вот, я хочу вам сказать, что бадем в разных этих направлениях означает разное. И внесет этот символ в себе разную нагрузку. Смотрите, как он выглядит. У меня есть такая замечательная тарелка керамическая. И здесь главным символом в центре, который не отвлекает ничье внимание, изображен как раз-таки бадем, миндаль. А вот в искусстве филиграни, в ювелирном искусстве, его использовали как символ крепкого здоровья, то есть такой стабильности. А очень часто показывали, что бадем использовался в двойном таком сочетании. Рядышком два бадема, это означал символ крепкой семьи, как у вас. Келиніз балалар башлайық. Шынында мен сізге көрсетeceğim, егер сізде квиллинг таячкалары olmasa, не керек yapmağa. И как можно сделать своими руками квиллинговую палочку. Для этого нам понадобится обычная зубочистка, маникюрные ножнички и обычные канцелярские ножницы. Мы берем зубочистку и отрезаем у нее острый кончик. Ну вот, я срезала острые кончики у обычных зубочисток, а теперь мы сделаем из них квиллинговые палочки. Для этого нам понадобятся маникюрные ножнички, и мы делаем вот такой маленький надрезик между палочками. Таким образом у нас получаются разрезики в палочках, куда можно будет потом, как и в квиллинговую палочку, ставить ленту бумажную. Енді башланacağız. Şimdi yapacağımız badem. Для этого нам нужно сначала взять полосочку квиллинговую. Я возьму оливковую, потому что бадем он по своей сути оливкового цвета. А вам предложу дальше потом повторять за мной и брать цветные ягодки, для того, чтобы ваши бадемчики были радостные, веселые, яркие, красивые. Берем квиллинговую палочку, у нее вот здесь есть такой разрезик. Вставляем на него ленту, таким вот образом, видите? И начинаем накручивать. Самое главное в процессе накрутки, бумагокручения, это то, что нужно не сдвигать с места полосочку ни выше, ни ниже, а крутить ее все время на одном и том же месте. Скажите мне, как будет круг накрыть? Тогерек. Тогерек. Вот эта формочка, она является основой очень многих элементов в квиллинге. Из нее мы можем погнуть с вами бадем и сделать с вами миндаль. Но для этого нам нужно сначала ее зафиксировать. Для этого мы берем клей, открытый кончик, который у нас остался снаружи, мы приклеиваем к основанию круга и считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, у нас приклеился, видите? Да. Вот такой вот получается кружочек. А дальше из него мы будем делать бадем. Но для того, чтобы наш бадем был больше и интереснее, я сейчас предложу склеить две между собой полосочки, тогда наш круг будет больше и, соответственно, форма бадема будет больше. Это просто был элемент для того, чтобы вы понимали, с чего нужно начинать. Элина, а только можно использовать жидкий клей или можно также использовать клей-карандаш? Ребят, клей-карандаш, конечно, тоже можно использовать, но я всегда предлагаю пользоваться клеем ПВА, потому что он чистый, экологически удобный, он очень быстро сохнет. И самое, что удобное, здесь есть на конце кисточка. Как был кисточка? Кто помнит? Бахче, машаллах, дебаллах. Вот, кисточка, которую очень удобно можно намазать, не пачкаешь ручки, ничего вокруг не пачкаешь. То есть вот эти клеи очень удобные. Келиніз башланыз. Сізді алдыңыз мүмкін құтым шындымен сабилерім. Сырмызды сөйлейін. Сіз өзіңізге алыңыз 2 дәме
И теперь нам нужно их между собой склеить вот таким образом, чтобы нашу полоску мы таким образом удлиняем. Давайте опять хором посчитаем. Уч, дор, беш, алты, едер, секер, дохер, он, машаллах. Вот и все, склеились. Видите, у нас полосочка? Давайте определимся, как наш бадем будет внутри какого цвета и снаружи. Я хочу, чтобы он был светлый, а снаружи темный. Тогда тебе нужно начинать с желтого цвета, накручивать. Салатового, с оливкового, а снаружи у тебя будет желтенький. Все, давайте тогда возьмем палочки. Хотя бы. Теперь мы с вами приступим к следующим нашим деталькам. Теперь мы будем украшать. Для следующего элемента мы его назовем полумесяц. Как будет полумесяц на крымско-татарском? Ай. Мы будем делать с вами полумесяц. Для того, чтобы его сделать, нам понадобится одна квиллинговая полосочка. Мы ее складываем пополам. Как нам сложить пополам полосочку? Гуль-гулю-сою. Сыстохтаныз баллар, менадыгнена сон япаджасыз, мен сізге көрсетейін не керек yapмаған. Бахна, как нам нужно сложить полосочку пополам? Мы берем два конца, складываем их носик к носику, таким образом, и тянем вот так вот пальчики к низу. И складываем нашу полосочку, делаем ей загиб. Вот у нас и получилось две ровные половиночки. Теперь мы берем с вами ножнички и разрезаем пополам. Енді алыңыз квиллинг таячықларына башланамыз тогерекні yapмаға. Кесем. Ай, кесем. Яқшы, сен да бірдәнесін ал, осын кес. Яқшымы? Ал да бірдәнесін. Көресің? Таячықсыз да yapмаға мүмкін. Смотрите, мы все подготовили с вами 5 одинаковых кружочков, роллов распущенных, да, квиллинговых. Теперь нам из них нужно погнуть, что я вам говорила, полумесяцы. Полумесяцы. Посмотрите на мои ручки, я вам сейчас покажу, как мы будем с вами гнуть полумесяцы. Мы берем наш кружочек, да, наш тогерек, не посерединке вот так с двух сторон, а на нижний край. И пытаемся нижнюю часть в серединку протолкнуть снизу. Так, раз. И зажимаем два края. Вот у нас получается полумесяц. Я нижними пальцами в серединку как бы заталкиваю наш кружочек. И наш полумесяц на ушки похож, правда? Да, Медвежонка. как у мишки Мишки, полукруглые ушки. Да. делали. Да, бірдәнесін яп, 5 тәне olsun. Ben de butun yaptım. Бутонларын яптың мы? Более лучше. Бойле. Вот посмотрите, пожалуйста. Машалла, Ben yaptım. Енді бақыңыз. У нас получилось 5 полумесяцев и 1 бадем. У всех так? Да. Машалла. Вот смотрите, я распределила все наши элементы квиллинга вокруг бадема.
И нам осталось теперь только их склеить, для того, чтобы у нас получился красивый бадем. Элина уча бойлеп мага керек. И более керек. Посмотрите, с той стороны, где у нас больший вот этот вот полукруг, да, куда сгинается, в какую сторону, здесь длиннее сторона нашего бадема, мы клеим 3 полумесяца. А с внутренней стороны, там, где часть наша вогнутая, мы клеим 2 бадема. А рожки, они нам нужны для того, чтобы они у нас будут выполнять функцию стебелька. Мына безде бадемлер олдылар. Көрсетіңіз. Мен бұл бадамын анама бағышлайдым. Машалла. Мен де бұл бадамын анама бағышлайдым. Машалла, сізге Мен сен де кімге? бадамын анама бағышлайдым. Сіз кімге бағышладыңыз, қызлар? Мен анама бағышлайдым. Анама бағышладыңыз? Ребят, Мен анама бағышлайжам. машалла. Сіздің айлелеріңізні мен тілеймін оларға. Олар бек куветлі, крепкие, как наши бадемы, чтобы были ваши семьи. Как вы видите, искусство квиллинга, оно очень разнообразное. Можно делать много разных деталек, заколочки, цветочки. Наш сегодняшний бадем. Украшать ими интерьер, дарить подарки, делать разные приятные вещи. Бегендіңіз, балалар? Sağ Maşallah olasın. sizге. Ellerine sağlık. Çok sağ olun. Sayfanınız olsun.